Если взглянуть на карту административно-территориального деления Российской Федерации, то легко заметить, что Башкортостан отделен от среднеазиатских республик своеобразным барьером в виде Оренбургской и Челябинской областей. Однако по истории хорошо известно, что Башкирия и Казахстан некогда граничили между собой. Когда и по какой причине возникли современные административные границы между Башкортостаном и вышеназванными российскими областями? Пушкин в поэме «Медный всадник» вкладывает в уста Петра I, основавшего Санкт-Петербург, следующие слова: «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен, назло надменному соседу. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно». Эти стихи общеизвестны. Общеизвестна и роль царственного реформатора в выходе России на берега Балтийского моря и, следовательно, в Европу. Надо отметить, что вот у нас Петр обычно ассоциируется именно с таким окном в Европу. Да? Мало говорится о том, насколько его интересовал Восток, как в мифологическом плане, как, скажем, центр, где ведется самая богатая торговля, где существует доступ еще к неоткрытым месторождениям драгоценных металлов, но и как культурный центр. То есть вот это вот стремление Петра, оно проявилось уже в конце, когда ему удалось разобраться, в общем-то, с проблемами Северной войны. Историк XVIII века Петр Рычков в своей истории Оренбургской писал о Петре I, что его величество по победоносном и торжественном кончании шведской войны, между прочим, изволил особливое попечение иметь и о том, что путь во всю полуденную Азию отворить, а своевольный башкирский народ на вечное время обуздать. Своевольный башкирский народ на вечное время обуздать Петр I решил по горячим следам едва отгремевшего восстания в Башкирии, которое было вызвано в первую очередь вопиющими злоупотреблениями чиновников и явными просчетами региональной политики центрального правительства. Башкирское восстание 1704-1711 годов, или так называемый Алдар-Кучумовский бунт, стал следствием фискальной политики правительства Петра I и нарушения условий добровольного вхождения Башкирии в состав русского государства. Ведь, по сути дела, после восстания 1704-1711 годов российское правительство так и не могло восстановить прежнюю систему управления. То есть можно говорить о том, что у Петра просто не хватило ни времени, ни возможности, чтобы как-то урегулировать последствия этого очень серьезного конфликта. Общим смыслом политики царского правительства в начале XVIII века было стремление уравнять башкир с остальными категориями населения России и интегрировать их в административную систему государства. В XVII веке Башкирия представляла собой полунезависимую провинцию государства. Фактически вассальное владение, в которой власть царской администрации сводилась лишь к сбору ясака. И вот в 1708 году в связи с губернской реформой Петра I Уфимский уезд был включен в состав новоучрежденной Казанской губернии. Однако начавшийся Алдар-Кучумовский бунт или Алдаровщина разрушил все планы правительства. Вообще существует идея о том, что Петр I наибольшую неудачу потерпел именно здесь, в нашем регионе. Почему? Потому что все буквально новаторские его планы, они, в общем, здесь полностью провалились. И связано это с тем, что Петр попытался изменить вековую традицию управления башкирами. Уже после смерти Петра новое правительство, учитывая пожелания башкир, принимает указ от 27 июля 1728 года, по которому Башкирия была выведена из системы губернского управления и подчинена непосредственно Сенату. По челобитию присланных от вас выборных челобитчиков, башкирцев Еркея Янчурина с товарищи, быть той провинции в особом ведомстве нашего Сената, а казанскому губернатору той провинции не ведать.
В 1725 году Петр Великий умирает, а его слова «отворить путь в полуденную Азию и своевольный башкирский народ на вечное время обуздать» воспринимается птенцами гнезда Петрова как некий завет учителя. Обер-секретарь Сената Иван Кириллов составляет проект Оренбургской экспедиции. Ну, планы были такие, значит, построить крепость на слиянии реки Яик и Орь. Значит, построить из местных лесов корабли. Именно поэтому в экспедиции Кириллова были морские офицеры и кораблестроители. Эти корабли разобрать, погрузить на лошадей, верблюдов, отвезти к Аральскому морю, собрать здесь снова, создать флотилию и затем по рекам Сырдарья и Амударья подняться вверх, примерно до расположения современного города Ташкента. Ну, докуда позволяла река, судоходность реки. Потом пешим образом добраться до Бадахшана и дальше до Индии. Причем Кириллов рассчитывал, что в этом походе активное участие примут башкиры. И где-то он рассчитывал набрать около 50 тысяч воинов. Появлению проекта Кириллова предшествует удачно складывающаяся политическая конъюнктура в степях Центральной Азии. В 1731 году казахский хан Абул-Хаир принимает русское подданство. В 1718 году после смерти хана Тауке казахское ханство распадается на три части – старшей, средней и младшей жузы. Абул-Хаир становится правителем, говоря языком русских источников, Малой Орды, то есть младшего жуза. В 1730 году он обращается за помощью к России в борьбе против соседней Джунгарии. Государство западных монголов-айратов, известное в истории как Джунгария, было довольно мощным образованием, вызывавшим беспокойство как у Китая, так и России. Однако насколько опасной была джунгарская угроза для казахов? В советское время модной была теория о том, что казахи находились перед смертельной опасностью и была угроза их полного истребления джунгарами. Конечно, сейчас эта теория выглядит, мягко выражаясь, наивно. Джунгары – это не фашисты, чтобы полностью уничтожать народ, да они ничем не превосходили казахов. Как считают современные историки, причиной принятия Абул-Хаир ханом русского подданства была не столько джунгарская угроза, сколько политические расчеты правителя младшего жуза. Главное, значит, я считаю, это была личная инициатива Абул-Хаира, потому что он хотел, мечтал стать верховным правителем всех казахских жузов, младшего, среднего и старшего. Но для осуществления этого плана у него просто не хватало сил политических. И вот поэтому он решил, опираясь на Россию, используя приоритет своих отношений с Россией, заиметь какой-то укрепленный район и потом уже диктовать условия своим, так сказать, коллегам-казахам из среднего и старшего жузов. Абул-Хаир хан попросил построить на реке Яик город, возле которого собирался поселиться и сам. Но дело в том, что это были башкирские земли. Согласно карте и сочинению арабского географа XII века Ал-Идриси, исторический Башкортостан включал в себя земли, расположенные между реками Урал и Эмба, вплоть до Приуралья и Мангышлака. Здесь когда-то располагалась так называемая внешняя Башкирия. В XV веке эти территории были заняты нагайцами. В XVII веке, после распада Ногайской Орды, они вновь вернулись к своим старым владельцам. И вот в 20-30-х годах XVIII века на земли внешней Башкирии переселяются казахи, вытесняя башкир. В 1720-х годах казахи под натиском джунгар мигрировали в северное направление и заняли территории башкир. А следует сказать, что территория башкир
вплоть до начала XVIII века доходило аж до Приоралья. Об этом свидетельствуют многие документы. И вот казахи потеснили башкир, заняли огромные территории южнее Яика. И вот чтобы земли, занятые де-факто, закрепить за собой, как говорится, де-юра, и узаконить свое положение, вот расположение здесь, Абулхаир и принял русское подданство, чтобы не было претензий со стороны русской администрации. В резолюции императрицы Анны Иоанновны на проект Кириллова об этом прямо говорится, что вторая, Средняя Орда, кочует по реке Тургай и по другим, которые башкирцы называют своими. И далее. А третья, Меньшая Орда, немало башкирской земли захватили. Абулхаир-хан, кроме стремления укрепить собственную власть, руководствовался и другими мотивами. Как пишет современный исследователь Ерофеева, им двигало понимание бесперспективности попыток реформировать политическую систему кочевого социума изнутри. Поэтому он решил прибегнуть к помощи извне. При посредничестве башкирского тархана Алдара Исикеева казахские послы прибыли в Петербург и объявили в коллегии иностранных дел о желании хана вступить в русское подданство. В обратный путь казахское посольство отправилось уже с русской дипломатической миссией во главе с переводчиком и сотрудником внешнеполитического ведомства Алексеем Тевкелевым. Алексей Иванович Тевкелев происходил из служилых татар Касимовского уезда, Мурза. До крещения Кутлу-Мухаммед Мамешевич Тевкелев. Прибыв к Абулхаир-хану, Тевкелев с удивлением узнает, что решение о принятии русского подданства было единоличным решением правителя младшего Жуза. Это пахло чистой авантюрой. Абулхаир-хан, заранее предвидя негативную реакцию казахской знати, постарался взвалить ответственность за свое решение на Алдара Исикеева. Именно поэтому в исторической литературе сложилось ошибочное мнение о том, что знаменитый башкирский тархан сыграл ключевую роль в присоединении Казахстана к России. Некоторые историки склонны преувеличивать роль Алдара в вхождении Казахстана в состав России. На мой взгляд, Алдар выполнял роль посредника, но не инициатора. Инициатором был Абулхаир. А так как Абулхаир и Алдар были давними друзьями, соратниками, это из истории видно, то естественно, что Абулхаир обратился именно к Алдару, как посреднику. Не мог же он обратиться к калмыкам, к уральским казакам, яицким казакам тогда, которые были его кровными врагами. Алдар Исикеев, башкирский старшина Бурзянской волости и тархан, герой Азовского похода 1696 года, предводитель башкирского восстания 1704-1711 годов, казнен в 1740 году по приказу генерала Урусова. Башкиры, сопровождавшие в Петербург второе казахское посольство, по прибытии в столицу из каких-то источников узнали, что за принятием казахами русского подданства стоит нечто большее, чем строительство для Абулхаир-хана резиденции и установление русского протектората над Казахстаном. Дореволюционный историк Александр Добромыслов так объяснял мотивы башкир. В то время, когда Кириллов в течение зимы 1734-35 годов занимался приготовлением к походу к устью реки Ори для постройки города с крепостью, влиятельные башкиры во главе с Кильмя-Кабызом также занимались обсуждением текущих событий и пришли к заключению, что с постройкой города и крепости на устье Ори Башкирия постепенно будет окружена с восточной стороны и таким образом навсегда войдет в состав России. И кроме того, не будет никакой возможности возвратить от киргиз те земли, северные части нынешней Тургайской области, которые они отняли у них не более четверти века тому назад. А потому и решились оказать русскому правительству противодействие с оружием в руках. Тургайская область Российской империи включала в себя Актюбинский, Иргизский, Кустанайский и Тургайский уезды.
На мой взгляд, Кириллов как раз подошел к этому вопросу очень вяло. Я думаю, что Кириллов просто не верил в то, что башкиры могут поднять восстание против такого масштабного государственного мероприятия. Против такого масштабного мероприятия, как Оренбургская экспедиция. Кириллов ошибся. И как только Оренбургская экспедиция летом 1735 года из Уфы выехала в сторону Ори, началось башкирское восстание. 15 июня 1735 года Кириллов выступил из Уфы к реке Ори, где заложил Оренбург. Все мосты были сожжены. И тогда башкиры взялись за оружие и 1 июля атаковали Вологодский драгунский полк, шедший на соединение с Кирилловым. Полк понес большие потери и вырвался из окружения лишь благодаря подоспевшим подкреплениям. Башкирами командовал Кельмяк Нурушев. Кельмяк Нурушев, старшина Юрматынской волости, именовался абызом и хафизом, то есть знатоком Корана. В 1706-1707 годах был в составе башкирского посольства, ездившего в Крымское ханство и Турцию и просившего помощь у султана для борьбы с Россией. Когда в Петербурге узнали о начале восстания, то приказали Кириллову немедленно прекратить поход. Слишком памятен был предыдущий башкирский бунт. Судьба экспедиции повисла на волоске. Кириллов пишет самому всесильному Берону, убеждая его не отменять экспедицию и приводя при этом сомнительные аргументы. Все прежде бывшие в таких же своевольствах, Малая Россия разорением Батурина, яицкие казаки Качалина и других городков, в надлежащее покорение приведены. А башкирцы, самый плюгавый и неоружейный народ, подобный Чувашии и Мордве, никакого страху не ведаючи, живут почти без податей и без службы, попущенные к своевольствам. Заклинает он всесильного временщика и соблазняет приобретением Ташкента, Бухары, Самарканда и Бадахшана в случае продолжения экспедиции. Ничто не говорило о такой реакции. То есть, по большому счету, ведь и в Петербурге для них было абсолютно неожиданное это выступление. Ведь как только появились первые признаки восстания, о которых, кстати, Кирилл всячески скрывал, в Петербурге сказали отменить. То есть все остановить, экспедицию отозвать и город не строить, город Оренбург. То есть речь шла о полном сворачивании экспедиции. Но поскольку уже процесс пошел и город был заложен, Кириллов уже не в силах был, в общем, остановить начатое. Тем временем башкиры осаждают Мензелинск и Верхояицк, нападают на сибирский драгунский полк, после чего всем становится ясно, что подобные действия вряд ли мог бы совершить народ плюгавый и неоружейный. Поэтому Сенат посылает в Башкирию персону знатную и надежную, которой дается полная власть в крае и предписывается склонить башкир к миру путем переговоров. Это был генерал Александр Румянцев. Но правительствующий Сенат уже летом 1935 года понимает, что Кириллову нужно заниматься строительством города, а подавлением восстания должен заниматься какой-либо другой орган. И в сентябре 1735 года указом Сената создается так называемая комиссия башкирских дел во главе с генерал-лейтенантом Румянцевым. Штаб-квартира избирается Мензелинск. К осени 1735 года предводители европейской части Башкирии Кельмяк Нурушев и Акай Кучумов, приняв мирное предложение Румянцева, прекратили вооруженную борьбу и написали челобитную, в которой просили отозвать Оренбургскую экспедицию. Однако в это самое время восстают башкиры Зауралья, недовольные захватом их земель под Верхояицкую крепость. Ныне это город Верхнеуральск. Они совершают серию нападений на сибирские слободы и правительственные войска. Но самое главное, Батыр Юсуп Арыков преграждает путь продовольственному обозу, шедшему голодающему Оренбургу. В итоге большая часть его тысячного гарнизона вымерла. После этого даже Румянцев отошел от своей примирительной позиции. Поход в полуденную Азию к великому разочарованию Кириллова был отменен. И он со всей силой накопившегося гнева обрушивает вверенные ему силы на мирное и немирное башкирское население, не разбирая ни правых, ни виноватых. В этом деле особенное усердие проявляет его крестник Мурза Алексей Тевкелев.
Как известно, Тевкелев, которого называл башкирское население Тефтеляу, посвятил ему песню, что само по себе является уникальным явлением, потому что в истории народов мы знаем, что песни посвящаются, как правило, героическим личностям, воспевающим их подвиги. Башкирское население понимало, что в истории могут не сохраниться факты злодеяний Тевкелева, и решила написать про него песню, передавая его устным путем из поколения в поколение, запечатлеть хоть как-то его действия в Башкирии по уничтожению башкирского населения. 11 февраля 1736 года правительство принимает печально известный указ, в основу которого был положен проект Кириллова по подавлению восстания и окончательному покорению Башкирии. Он упразднял основу внутреннего самоуправления башкирского общества, народные собрания, еины, а также принцип выборности волостных старшин, которые отныне становились назначенцами царской администрации. Разрешалась продажа башкирских земель, запрещенная ранее. Башкирам запрещалось иметь огнестрельное оружие и содержать кузницы. Запрещались браки между башкирами и татарами. Румянцев, в отличие от Кириллова, первое время, также получивший предписание входить в добрые отношения с башкирами, пытался наладить ситуацию, пытался узнать причины недовольства башкир. И первоначально к комиссии башкирских дел у башкир не было резко отрицательного отношения и неприятия. Но когда вышел указ 1736 года, башкирское население увидело в этом указе плод совместных фантазий Кириллова и Румянцева, и после этого резко настроилась против комиссии башкирских дел, назвав ее впоследствии карательной комиссией. В июне 1736 года башкиры атаковали лагерь самого генерала Румянцева, нанеся ему значительный урон в живой силе. После этого правительство бросает в Башкирию более 20 тысяч солдат, снимая регулярные полки из Турецкого фронта. Тем не менее, башкиры продолжают отчаянное сопротивление вплоть до 1740 года. Сам же Кириллов, истощив все силы в борьбе с башкирским восстанием, умирает от чехотки в 1737 году, так и не увидев реализации своей мечты. Последующие директора Оренбургской экспедиции, его преемники, не раз говорили о том, что Кириллов поступил неправильно, когда организовал экспедицию через территорию Башкирии. В частности, есть упоминание об этом у Татищева, да, что был более спокойный, более надежный путь через Волгу по Самаре. То есть почему же Кириллов двинулся через центральную Башкирию, тем самым спровоцировав самые негативные реакции страны коренного населения? Очевидно, все-таки у Кириллова это есть и в проектах о том, что перед экспедицией ставилась задача и налаживание отношений с башкирами, прерванных вот этим самым, пожалуй, мощным восстанием начала XVIII века. Таким образом, Кириллов, сам того не желая, направил ход событий по самому трудному и кровопролитному варианту из всех возможных. Итог башкирского восстания был весьма печальным. Около трети всего башкирского населения было убито и роздано в крепостную неволю. Земельные потери также были огромными. Вопрос, а надо ли было башкирам поднимать это восстание? Хотя, говорят, у истории нет сослагательного наклонения. Вот если башкиры не подняли бы восстание, тогда вся вот эта мощь государственной машины российской прошла бы мимо башкир. И те проблемы, которые стали перед башкирами в XVIII веке, и которые они пытались разрешить чередой своих восстаний, прошли бы просто мимо их, и уже эти проблемы стали бы перед казахами, каракалпаками, узбеками. То есть история пошла бы совсем по-другому. Ну, ругать за это башкир трудно, за храбрость не ругают. Если в результате принятия казахами русского подданства башкиры утратили свои древние владения на территории современных Уральской, Актюбинской и Кустанайской областей Казахстана, то в результате Оренбургской экспедиции Башкирия, ко всему прочему, потеряла земли, легшие в основу Оренбургской и Челябинской областей Российской Федерации. Движение в Полуденную Азию, начатое Кирилловым,
удалось возобновить лишь через 100 с лишним лет спустя оренбургскому губернатору Василию Перовскому. До этого времени власти отчаянно боролись с башкирскими восстаниями 1735-1740 годов, 1755 года и, наконец, с пугачевщиной. В конце концов, Средняя Азия была завоевана. Сегодня мы являемся свидетелями ответного процесса. Россию завоевывают мигранты из бывших республик Советского Союза, что является прямым следствием детища Кириллова, Оренбургской экспедиции и других подобных проектов. Перефразируя Антуана Сент-Экзюпери, приходится констатировать, что все империи в ответе за тех, кого они приручили.